Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами ў празе Дмітрий Гурневич, а на сувязі сёння са мной з Варшавы Сергей Делеўскі, лідар беларускага аб'яднання рабочых. Прывітанне, Сергей. Вітаю вас. Сергей, расскажите нам, вот колькі рабочих за апошнія, скажем, суткі написала вам просьбу долучыцца до страйка, або нейкі там патрымаць інструкцыі, увогуле, наколькі актыўная гэта камунікацыя? Вы бачите, буду по-русски, потому что белорусскую мову еще недобро ведаю. Пытание. Вот. Буду по-русски. За сутки около 600 человек добавилось. Угу. И вы можете здолець их верификовать увогуле? Это, скажем, реальные люди, которые пишут с заводов, это, ну, скажем, або некие тролли з Ольгина, з России, або нават у Беларуси такие структуры ствараюцца уже, которые пишут комментарии. Нет, на самом деле, то есть к нам добавляют люди, которые к нам добавляются, проходят верификацию через активистов непосредственно на предприятии. То есть люди, которые вступают в Белорусское объединение рабочих, в актив Белорусского объединения рабочих, это люди, которые непосредственно верифицируют. Угу. Ну, колькі, на вашу думку, зараз уже за ўвесь час дзейнасці вашай написала вам людей, звярнулася, которые готовы активно падтрымліваць той страйк, про які вы говорите зараз? Сейчас у нас в активе где-то около 9 тысяч в общей сложности. То есть за прошлую неделю, за прошлую всю неделю добавилось где-то около 1500. Активность так увеличивается, с каждым видеообращением моим активность увеличивается. Где-то больше в один день добавляется, где-то меньше. Ситуация такая. Сергей, калі уявіць, што гэта, скажем, 10 тысяч чалавек, ці гэта дастатковая колькасць людзей, каб паведамляць, напрыклад, пра перадстрайкавы стан, што вы зрабілі? В прынцыпе, нямала выклікалі, для адных некага, скажем, негатыўнага хутчэй адчування, для іншых штосьці адбываецца, нейкі движ, як кажуць, будзе. На самом деле, я бы не сказал, что этого достаточно на сегодняшний момент, да, но такое количество людей, активных действительно людей, которые готовы к действиям, потому что, я еще раз подчеркиваю, то есть к нам обращаются уже люди, которые непосредственно готовы к действию, да. Этого может быть, в принципе, вполне достаточно, потому что эти люди за собой, это, можно сказать, 10 тысяч, 9 тысяч лидеров, которые за собой ведут остальные. Так что говорить о том, мало это или много, то есть я не возьмусь по той простой причине, что каждый из этих людей – это отдельная личность, да, и за ними тоже стоят люди. Вот нягледзячы на тое, што апаненты ўлады шмат разоў заявлялі пра тое, што эканоміка хутка будзе ў калапсе, это гучалі ад прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай у мінулым годзе, але зусім нядаўна зноў жа тыя самыя прадстаўнікі казалі, што дзяржаве ўдалося ўтрымаць эканамічную ситуацию за кошт росту попыту на беларускія прадукцыі пасля ковіда-пандэміі, прынамсі некаторыя там хвалі. Не бачна таксама, здаецца, некага выбуху беспрацоўя рэзкага, некага рэзкага зменшэння заробку. Недзе нарастуць, недзе там могуць зменшыцца ў сувязі з курсам даляра. Але ў прынцыпе сітуацыя параўнальна такая самая, як і была. Што мае тады, на вашу думку, прымусіць гэтых людзей сёння пратэставаць? Ситуация далеко не такая, как и была. То, что дает нам госпропаганда и официальная статистика, эти цифры, они крайне далеки от реальности. Мы прекрасно понимаем, что тот же курс доллара в Республике Беларусь, он искусственно держится. То есть это, фактически курс доллара должен быть сейчас около 4 рублей. Я не экономист, я не буду это утверждать, но то есть фактически курс доллара должен быть намного выше. Также с ценообразованиями, то есть это целая организация, которая занимается удержанием цен. То есть иллюзия благополучия в нашей стране, да, создается за счет выкачивания, то есть ресурсов из госбюджета и высасывания ресурсов из золотовалютных резервов, в первую очередь. То есть и не сегодня, а завтра это все дело взорвется, то есть это все прорвется наружу, и будет ситуация, которая, не то что, а даже хуже, чем была там в 2009-2010 году, когда точно так же во всем мире был экономический кризис, да, а Беларусь это отрицала, белорусское правительство это отрицало. И в какой-то момент они стали не в состоянии сдерживать дальше это все. И у людей зарплаты фактически упали в 4-5 раз.
просто в течение выходных. Вот. И то же самое ждет сейчас нас, и это уже начинается. Что касательно увольнения, то есть людей, сокращения людей, картина та же самая. То есть на рынке труда сейчас только в Минске больше 25 тысяч соискателей, да, и около 20 тысяч вакансий. То есть это говорит о том, что людей, не занятых в Минске только, да, огромное количество, которых не было еще в прошлом году. Угу. Глядзіце, Сергей, ну вось пратэсты пасля хвалі гэтай жорсткай рэпрэсіі, яны зніклі, так? Зразумела, што людзі не змянілі хутчэй сваю думку, але тым не менш на вуліцу не выходзіць. Страйк – это таксама актыўнае дзеянне, это не просто выхад на працу, таму што не выйсці на працу можна взять бальнічны, або там не адпачынак на некалькі дзён. Што, на вашу думку, людзей, ну, скажем, схіляе да такога рызыка зараз, ці чаму яны здольныя цяпер ахвяраваць, калі не былі здольныя ахвяраваць раней, калі, ў прынцыпе, уздым быў велізарны, так, скажем, жнівень, калі ўсе выходзілі на вуліцу? Потому что на самом деле у людей открылись глаза. То есть та ситуация, в которой мы находимся сейчас, лучше в нашей стране уже не будет. И все это уже, абсолютно все это понимают. Да. Власть, действующую в стране, ненавидят все, даже те же так называемые ебатьки. Потому что это коснулось, то есть ситуация с экономикой в стране коснулась и их в первую очередь. Да. Иллюзорно обвиняют нас, так называемых змагаров, да. Но по факту это дело рук именно власти. Вот. И мы предлагаем как вариант забастовки, да, то есть максимально безопасно, на наш взгляд. Это банально не выход на работу. Нам не нужно, чтобы люди скапливались там тысячами и тысячами возле проходных заводов. Нам не нужны бессмысленные в какой-то мере марши типа улиц городов, когда люди подставляются под удары там ментовских дубинок. Да? Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы станки не работали. Вот. И именно поэтому, то есть, вариант забастовки, как остаться дома, мы считаем самым эффективным и самым безопасным на сегодня. Але вы будете закликать заставаться дома людей, менавіта, скажем, на выходный день некий взять бесплатный? Любыми возможными и доступными способами. Как больничные листы, бюллетени, уходы в отпуск, бойкотирование работы прямое, открытое, да, либо же уход на самоизоляцию в связи с бушующей пандемией в нашей стране. Этот факт даже официальная статистика уже не будет скрывать, что берем все рекорды. То есть любыми абсолютно доступными способами. Наша задача, еще раз повторюсь, чтобы станок, за которым работает человек, не крутился, не работал. А на что вы сами различиваете, на какой процент, скажем, активных рабочих? Это 5%, 10%? Мы рассчитываем на самом деле, то есть это идеальная такая позиция, мы рассчитываем до 30% активных рабочих. Ну, уявіце, што калі нават, скажем, амаль там па 30 людзей не выйдуць некалькі дзён на працу па абсолютно легальных падставах. А што для улады гэта павінна быць за сігнал? Ну, яны ведаюць, што людзі пабудуць 2-3 дні і вернуцца на працу все роўно, таму што людзі баяцца за працоўныя месцы, як бы там не было, это адзін з сродак, як утрымацца, плаціць крэдыты і ўвогуле зарабляць грошы, карміць дзяцей. Што, на вашу думку, якім чынам улада павінна зарэагаваць, сказаць: окей, вяртайце на працу, мы будзем размаўляць з Дылеўскім, с Тихановской, с Латушком? Это должны быть одно из наших требований, это проведение переговоров между властями и демократическими силами Республики Беларусь с обязательным участием рабочих, медиков, спортсменов и так далее. То есть должны быть представители всех сфер деятельности и жизни в нашей стране. Вот. И мы не говорим о том, что работники должны быть там 2-3 дня, не выйти на работу и потом вернуться на рабочие места. Сейчас речь идет о забастовке минимум на 2 недели. Вот. И вплоть до того, что бессрочная забастовка, если власть нас не услышит. И скажите, уже есть первые, скажем, кроки по организации этой забастовки? Ну, вы, скажем, с людьми размаўляете про некие умовные даты, как это мае пачынацца?
Да, мы разговариваем с представителями активов предприятий, мы построили такую структуру, то есть где мне в этой структуре не обязательно общаться с тысячами людей, да, на том или ином предприятии, мне достаточно поделиться информацией, либо узнать информацию у 5-6 человек, представителей этого предприятия, они делегируют уже это дальше. Мы разговариваем о конкретных датах начала забастовки, в принципе, функционале забастовочного движения, в том числе о взаимопомощи рабочих, о информировании, то есть трудоспособного населения и так далее. І ви побачили, коли була обвешена програма «План перемоги», так, тоді Губазик і інші там силовики почали публікувати некие відео, записи у людей, которые там признавали, что так, что мы там были в плане перемога, мы там шкадуем, нас рассекретили. Хотя, конечно, сами стваральники плана казали, что это немагчыма, потому что все базы дадзеных знаходзяцца за мяжой, это просто такі блеф, каб людей напалохаць. Ці вы адчуваеце ў сувязі з вашай зараз актыўнасцю па арганізацыі страйку такую цікаўнасць спецслужбаў сілавікоў ці спробы нейкую трапіць да вас, дазнацца дэталі? Ну, интерес от спецслужб никуда не девался на протяжении года, я прекрасно это понимаю, в связи с чем приходится действовать максимально осторожно и аккуратно, в первую очередь, чтобы никоим образом не подставлять людей внутри страны. Вот. И именно поэтому, то есть, абсолютно закрытая информация о именах там активистов, участников, да, о количестве, то есть людей на том или ином предприятии. И в принципе, то есть список предприятий пока для нас под такой немножко под грифом секретности. Это все делается именно из соображений безопасности для работников внутри страны. Вот. В отношении себя, то есть, я больше чем уверен, что страна, которая мне дала приют на эти 10-11 месяцев, то есть эта страна меня в обиду не даст, то есть я нахожусь под защитой руководства этой страны. Вот, то есть, это так, вы находитесь в Польше, и много людей могут запярэчыць, что вот вы сядзіце зараз у Польше, краіне бяспечная, в принципе, так, вас не выдадут, скажем так, а там человек не выйдзе на працу, его могут звольніць. Что вы отказываете, вам такие попроки гучаць увогуле? Вообще, да, есть такая риторика, но здесь же нужно понимать, что если человек, который не выйдет на работу, он рискует только работой, да, то по большому счету, будем честными, и давайте себе признаемся честно, я поставил на кон все, и я рискую непосредственно своей жизнью. Вот. И это нужно понимать. И это нужно понимать в первую очередь людям, которые делают такие упреки. А ці ёсць у вас першы план па нейкіх, скажем, датах, дэдлайнах, калі вось гэта забастовка мае распачацца? Я скажу так, что она должна начаться осенью. Да? То есть пока что говорить о конкретной дате я не могу. А вы говорите про гэты год? Да, про этот год, это безусловно. Здесь такой должен еще быть фактор неожиданности. То есть, чтобы власти не успели на предприятиях, допустим, провести какую-то идеологическую работу, да, там, или запугать при помощи силовиков рабочих и так далее. Да. Именно поэтому о дате мы будем говорить уже непосредственно перед началом забастовки. То есть я еще хочу вернуться, вы сказали про то, что вы будете закликать людей оставаться дома, не выходить на улицы. То есть это фактично такі, гандзійскі метод. То есть люди повинны быть цалкам дома, не глядзець телевизор, так, что там читать книжки. А з іншого боку, треба ж так само жить, ходить там у краму, купляць продукты. Як вы бачите функционование? Только сидим дома, ці все ж таки некая активность повинна все-таки быть? Скажу так, активность – понятие относительное, потому что кому сейчас нужна активность? Ну да, журналистам, я понимаю, хорошая, красивая картинка на улице города, да, чтобы показать фактически, что вот людей много, вышли в протесты, они бастуют, они большие молодцы. Но на самом деле ту же картинку очень легко могут журналисты показать пустыми предприятиями.
пустыми стоянками перед заводами, да, что люди не приехали на работу. И этого будет целиком и полностью достаточно. При всем при этом мы говорим и активистам, и я в открытых заявлениях выступаю и говорю, что забастовка – это дело такое серьезное и дело сложное, к ней нужно готовиться. В том числе максимально сократить те же походы в магазин и так далее. То есть с этим всем можно запастись заранее, да, используя тоже приложение Крама, в которой уже есть чек-лист на 4 человек на месяц проведения забастовки, да, то есть плюс указан список предприятий и магазинов, которые не сотрудничают с режимом, да, и с помощью этого приложения человек может запастись продуктами на этот месяц, да, то есть уже он вычеркивает, то есть сокращает к минимуму походы в тот же магазин, да, но при всем при этом никто не мешает поехать там отправиться друг к другу в гости, да, навестить родителей в другом городе или съездить на дачу, то есть это такой как отпуск. Сергей, а вы гэта робіце толькі, скажем, рабочымі аб'яднаннямі, ці вы супрацоўнічаеце, скажем, з офісам Светланы Ціхановскай, з Павлом Латушкам, ягоным кіраўніцтвам? Ну, с НАУ, со штабом Тихановской, с офисом Светланы Георгиевны, то есть мы на телефонной связи постоянно. Вот, то есть действия более-менее как бы координируем, то есть я ставлю их в известность тех или иных своих действиях. Вот, так что, ну, коммуникация есть. І гэта не план, не дзень X, так? И не план перамога. Ці гэта все-таки как-то связано с планом перамога? Нет, смотрите, уже не раз представители Байпол, когда говорили о плане перамога, они не раз уже упоминали, что забастовочное движение, забастовки станут таким триггером, что ли, то есть спусковым крючком таким для начала реализации плана перамога. То есть план перамога – это не забастовки, это совсем другой комплекс мероприятий. То есть вы так домовились, что вы начинаете страйк, а потом они бачат, что почалося, и они активизуют план перамога? По сути, да, по большому счету, да. Начало забастовок, начало общенациональной забастовки в Беларуси – это будет стартовой отмашкой для реализации плана перамога. І, знову ж, повторюся, магчыма, і наступствам будуць перамовы, так? Павінны быць перамовы. Да. Калі ўлада не будзе звяртаць ніякую увагу на гэта, вы успрымалі гэта? Ну, не хадзіце на працу, ну нічого. Закрыем, і так зараз пандемія, менш будуць купляць. Нет, на самом деле вот план перамога – это и есть такой план Б, скажем так. Это комплекс действий, который направлен непосредственно на то, чтобы сменить власть в стране. Я так разумею, до конца осені засталося літаральна 1,5 месяцы, ці там месяц. За колькі дзён вы будете папярэджваць, скажем, о пачатку страйка? Это ж все-таки трэба падрыхтоўка. Уявіце сабе, што зараз заблакаваныя сайты, напрыклад, просьбы арганізацыі зачыненыя, СМІ заблакаваныя, тэлеграм-каналы абвешчаныя экстрэмісткамі, і як бы там ни было, людзі хвалююцца, адпісваюцца. Конечно, они там заходят, читаюць, але я просто бачу нават чытанасць пастоў самых папулярных блогераў Беларусі, самых папулярных СМІ. Это не часто больше 100 000 человек зараз. Да, на самом деле, и я тоже говорю людям, что совсем не обязательно, чтобы быть в курсе новостей, подписываться там на телеграм-каналы. Да? То есть названия таких телеграм-каналов, которые действительно дают полезную информацию, они у всех на слуху, и ничего не мешает взять в руки телефон, в поисковик вбить это название, да, и прочитать новость. То есть это, опять же, максимально безопасно. И о обвещении, то есть начала забастовки, я так думаю, то есть мы будем говорить не позднее, чем за 4-5 дней до начала забастовки. Дякую вялікі вам, Сергей. Я нагадаю, што моим гостем сёння быў Сергей Дылеўскі, лідар беларускага аб'яднання рабочых. Мы гутарылі пра стан перад забастовкай, які быў абвешчаны Сергеем, і не толькі іншымі таксама Беларусі арганізацыямі і палітычнымі актывістамі. Для вас працаваў я, Дмітрий Гурневич. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.